И снова о чеченском языке. Министерство образования и науки Чеченской Республики запустило студию для записи видеоуроков по чеченскому языку. С любовью и верой богословы из Кувейта обучают азам ислама глухих и слабослышащих Чеченской Республики. Трудовое воспитание в школах. Участники кружков эколого-биологической станции Гудермесского района подвели итоги летних работ. Министерство образования и науки Чеченской Республики запустило студию для записи видеоуроков по чеченскому языку. Для этого закуплено необходимое цифровое оборудование, которое отвечает всем требованиям современных технологий. هر projekt وكيقول وجارم زعمات فش إنتيريتنا صوت هون اللي يقول قدر هر projekt العدغنجو هو شر نقشمت دينا حوالي ثلاث نقشمت قين بيسنشمتي عيدل نزمي عدونا اسمتني $2 البرنامج شيء زر بريتو شو شيء زر بريول شركات جز دون اس برنامج على عيون projekt هون دوس projekt كيرت معنا تغن وين ما نقشمت ديل هي تنبو تغن وين نقشمت وكيقول هو شو بيز تغن إز مسو عيدل أورجنش كعبيوسش بوز تغن نقشمت شخيل بيش بول لارم تيدم بنا تغن عيدل نزمة سندل وكيقول هو شو تون حلقة تنديخر هندر تغن نقشمت سن دين بلر تون حاجة وكيقول هو شو حاجة عرب زعما هذا إز أوجر حلقة مش كوش خليز. Есть сайты на русском языке, которые также охватывают весь школьный курс по русскому языку непосредственно. Мы использовали опыт и создателя этого сайта, и также на основании этого уже решили создать собственный интернет-проект, но только на родном языке. Чеченский язык входит в группу языков, которым грозит исчезновение в течение 100 лет. Такой вердикт вынесла международная организация ЮНЕСКО. Корни этой проблемы кроются в постсоветском времени, когда статус родного языка был подорван на государственном уровне. Федеральный проект, федеральный проект русский язык, биология, история. Еги предметы, шмилхстак, интернет, чувальча, сучух от сайта, валхайча, грищу шрю. Махкр дукка мах, вашни цац, дейна рицканшни стел, диас я мах шван бу, акорси мосу регион шхаш бу, дела ишемот безен беш, о мах хуй дош, бакин беш бош. Отснана дукка о херда ист, وای کوگل هوچو تون ادیل ندار هنوز ایدی خر تخن دال مقلادان صوت قهوه گشتوخته. وين مخاطرة يرسمت مصو تيب математики لا ملخش предметан от школы حقيقة школ كحيغر خوش от интернета пойда үч шейдукчу хаз испал урок юр о тхаш диннак хулар аздукчу قهوه гар мصو тейп журналшти озбершн цер матти безам مغلق بقر برتيح ودي درتياب اشتقتخن البروجكت ده مقاوي شق ايرو تصنخ احيانا يعني نوت يحبيد يوتر بوش او بيركتي غلق. Для ведения уроков в студии отобраны лучшие учителя родного языка со всех школ республики. Первые уроки уже дают положительные результаты. Чтобы избежать каких-то ошибок, каждый урок тщательно перепроверяется снова и снова. На этом сайте будет возможность просматривать видеоуроки непосредственно. Также мы планируем создать специальные тесты. После просмотра видеоуроков каждый пользователь сможет пройти специальный тест онлайн и закрепить полученные знания. Также на сайте будет вести специальная шкала успеваемости. То есть каждый пользователь будет наблюдать и смотреть, какие видеоуроки он уже просмотрел и каких успехов он достиг по мере того, как он будет проходить все эти тесты и тренажеры. دقة النقشمات بيش صوت إغيرش نخ بوين دال مقلا الحمد لله دال غير بين قنخية تنبوت سخاني أرقين بو بيش سنشيخ واش إموات يستغبح كان لاج تخن ويبشحو رمزان أخمادويش دقش أولقرشت إيغانتي حال باقر بحندولش دوغلش بولناخ بوي دال وين إش نسبر بحندولش تخن إنين موات دال مقلا ويا تخينيت قوش بالمع وقديش تونسي لارم بصر تحيانا بيد إيدز إشتا تخيدولش أو ناق أستالديش دال مقلا تسنخا إشتا غلقردو الخيدق. Установлен День чеченского языка. Проводятся различные мероприятия. Выпускаются книги, журналы и газеты на чеченском языке.
И вот теперь в интернете появятся и видеоуроки по чеченскому языку. Все это делается для того, чтобы время, когда на этой земле не останется носителя чеченского языка, никогда не настало. Они плохо слышат или не слышат вовсе, но все равно они внимают всему, что здесь видят и говорят. Так проходит семинар для глухонемых и слабослышащих детей. Преподаватели из Кувейта приехали в Чеченскую республику, чтобы обучить их арабскому языку и основам ислама. Несмотря на физические ограничения, первые занятия даются детям довольно легко. Интересно, хорошо объясняет. Я удовольствием буду ходить. Преподаватели из Кувейта в Грозном не первый раз. Курсы по изучению основ ислама для глухонемых они проводили и ранее. А в этом году решили увеличить число слушателей за счет детей. К группе взрослых прибавились еще и 2 детские группы. Первоначальная база знаний у ребят уже имеется. Главное ее закрепить. Первый урок, конечно же, посвящен намазу. Практически все ребята из интерната для глухих и слабослышащих знают молитву. Остается научить их правильному произношению. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Хорошо очень усваивают, и эти преподаватели, которые приехали, наши гости, вот они прямо доходчиво им это все объясняют, что им даже вот они вот не могут оторваться. Учащиеся разделены на группы. 2 детские для мальчиков и девочек и 1 взрослая, у которых программа уже более сложная, так как первый курс они освоили еще в прошлом году. İşe çoğu isbalahan öyle yani çoğu interes yoksa bu bir şey hakikaten şeyin çoğu hasıtım. Aslında güzel bir şey geniş bakınca bu bir zabi şey son dogha son kahve yok bu haber. Aslında kıyasa laqi belge bir şey переводчик bu surda переводчик iş bu. Her sene çoğu bu adı bir jodika izbrezi boş iş sanhas belge. Все слушатели курсов уже освоили программу, обучаясь правильному совершению омовения, намаза и чтению Корана, а также прошли курс лекций с сурдопереводом о пророке Мухаммеде, да благословит его Аллах и приветствует. Теперь им предстоит участие в конкурсе, такого рода мероприятие, в котором все участники глухонемые проходят впервые не только в Чечне, но и даже в России. Конкурс мы разделили на несколько частей среди слабослышащих и слабоговорящих, а также тех, кто вообще не слышит, но могут писать. Для них мы определили наиболее часто используемые в намазе суры, а также необходимые для утренних и вечерних восхвалений Аллаха. Этими сурами они могут получить пользу и во время сна. Это суры Фатиха, сура Нас, сура Фалак и аят Аль-Курси. Перечисленные суры необходимы в намазе и с позволения Всевышнего защищают тело и душу человека от козней джиннов. По мнению основателя методики преподавания исламских жестов для глухонемых Аль-Фахайда, практически все участники конкурса, несмотря на то, что правила таджвида им приходится объяснять именно с помощью жестикуляции, быстро освоили новую методику. تبارك الرحمن حفظه. يعني في بعض الصم هم ضعاف السمع يأخذ بالتلقين. عديوش هنا ده وإذا خزر ندر ده لا عديوش هنا ده ديوش حلال ديوش. وجعلناه يكتب ألفاظ القرآن باللغة الروسية كي يقرأها. يرسم تاع يازي تشش بعد. لذلك تجد يحفظه وهو يحرك يديه. ده شيء بقى ستانش ديش هذا بقى ديوش ده شيء 1000 سنة كيوك سنة وصل. ما شاء الله. За ходом лекции наблюдали представители Министерства образования и науки Чеченской Республики и Духовного управления мусульман. Итоги, которые они подвели после окончания курсов, не могли не радовать собравшихся. Подведение итогов состоялось в Духовном управлении сразу по завершению конкурса. دير ديت يحقحيقر قرآن دوز يحقحيقر قرآن ديش يحقحيقر شونا
Onda geliyorsa doch ni'mat Умар Байбатыров из села Джалка Гудермесского района отличился тем, что перевыполнил норму, предусмотренную в задании, написав вместо 6 сур 14. Когда в Грозном начались курсы по обучению Корана, я сразу записался на них, обучая жестам. Я в скором времени уже начал читать Коран. Так как я глухой с рождения, для меня это было очень радостным событием. А после того, как наш учитель Шамиль Алаев сообщил мне, что нас посетят гости из Кувейта, я еще усерднее начал заниматься. И по окончании курсов много нового открыл для себя в религии ислам, чего ранее не знал. Все участники конкурса получили дипломы об окончании курсов изучения исламских жестов. Наиболее отличившиеся студенты были поощрены денежным вознаграждением и ценными подарками. Совместная фотография в память о поездке в Чеченскую Республику. Помидоры, огурцы, перец, цветы и даже свекла. Все это выращено руками школьников, юных натуралистов. В то время как их сверстники купаются в речке или загорают на берегу моря, наслаждаясь летними каникулами, кружковцы эколого-биологической станции Гудермесского района, не покладая рук, работают на приусадебных школьных участках, ухаживают за цветами, овощами и фруктовыми деревьями. Активные и очень трудолюбивые. Такими считают своих воспитанников преподаватели. То, что у нас выращивается на пришкольных участках, мы отдаем в столовую. Фрукты, которые были в Нижнегородельске, дети даже сами домой носят, естественно, в селе, естественно, помогаем в той или иной мере. Есть все свое экологически чистый продукт. Овощи и фрукты – это все, что нам дала природа, кроме животных. Но и животным, всем нам нужны эти продукты, чтобы пропитаться. Когда смотришь на эти цветы, понимаешь, что это ты вырастил. Становится приятно на душе, знаешь, что ты можешь не только просто писать и читать, и считать все такое, но можешь приносить пользу природе, обществу. Проходили биологию, мы обсуждали всякие продукты. И знаешь, о чем говоришь не только по книге, а из собственного опыта становится намного легче. Закрытие летнего сезона юные натуралисты школ села Кошкельды и близлежащего села Гирзель решили провести вместе. Майрбек Магомадов, биолог средней школы номер 2 села Гирзель, занимается фруктовым садом, в котором много разновидностей. Этот урожай персиков он собрал со своими воспитанниками сегодня, и теперь он учит их по внешним признакам отличать один сорт от другого. Я являюсь бригадиром летней производственной бригады. Летом школьники уходят на каникулы, но плодовым деревьям нужен уход. Наша бригада ухаживает за плодовыми деревьями и саженцами. Мы поливаем саженцы, делаем прививки, разрыхляем почву. На нашем участке растут плодовые деревья, яблони, груши, вишни, черешни, сливы, персика. Многие плоды уже поспели. Сегодня мы собрали персики. За время работы с различными культурами ребята многому научились, и им есть чем поделиться с товарищами. У нас в школе есть разные кружки, но для себя я выбрала кружок «Юные овощеводы». После того, как я стала посещать этот кружок, я узнала много нового и интересного. Раньше я затруднялась различать семена огурца и дыни, но теперь я легко их различаю. Семена огурца бывают мелковатые и светлые, а семена дыни покрупнее и желтоватого оттенка. Эту грамоту я получила в 5 классе за активное участие в работе кружка «Юные экологи», а эту уже в 6 классе. Диплом не особенно дорог, потому что я получила его за активное участие в межрайонном слете юных экологов, натуралистов и любителей природы. Этот слет у нас проходил в Гудермесском районе и в Джалкинском лесу. Эта работа приносит пользу не только именно детям, но и обществу, потому что мы подготовили именно выход с этой эколого-биологического центра, когда дети выпускаются. Многие у нас сейчас остаются и в сельском хозяйстве, именно помогают даже у себя дома, они могут помочь, подсказать, где что. Это, естественно, удовлетворяет и меня, и наших педагогов дополнительного образования. Это дает свои положительные результаты, потому что дети даже вне конкурса поступают в высшие учебные заведения, занимают они во всероссийских конкурсах призовые места. Хеди Махмаева – финалистка всероссийского конкурса проекта экологов. В этом году она окончила школу, но интерес к природе не теряет. Ей близко то, что делают ребята, и вот она снова здесь. Ни для кого не секрет, что экологическое состояние планеты ухудшается, и от этого зависит наше здоровье.
Поэтому я заинтересовалась проблемой состояния питьевой воды села Кашкильдых, потому что именно вода и есть сама жизнь. Мы вместе с руководителем Ибрагимовой Аминат Салмановной изучали состояние воды нашего села. И нашим проектом заинтересовались сначала в республике, а потом и в всероссийском конкурсе водных проектов в Москве. Проблема состояния питьевой воды остается актуальной. И я надеюсь, что подрастающее поколение изменит свое отношение к водным ресурсам и будут беречь их и охранять. Жара и солнце не всегда идут на пользу растениям. Ребята знают об этом и стараются помочь им. Они убирают сорняки, рыхлят землю и собирают семена. Все это делается ими дружно и весело. Здесь в Кашкильдинской школе, вы знаете, на поле были посеяны тюльпаны. Вот. И когда я пришел просто с проверкой, можно сказать, посмотреть, что творится, один мальчик просто сорвал один тюльпан. И девочки подбежали к руководительнице и говорят: сорвали тюльпан наш. Мальчик побежал, но потом пришел, извинился, говорит: я больше не буду трогать тюльпаны. Вот, пожалуйста, это воспитание, это результат работы. На следующий год мы думаем увеличить вот эти пришкольных участков. Мы, естественно, будем и награждать этих ребят грамотами, дипломами, отметим лучших ребят, отметим лучшую школу, отметим также лучшего директора этой школы. Это, естественно, еще будет стимулировать. Летние работы на приусадебных участках доставили ребятам большое удовольствие. Они не только получили практический опыт выращивания овощей, фруктов, цветов, но и нашли новых единомышленников, которые так же, как и они, любят природу и неравнодушны к тому, что происходит вокруг них.